Здравствуйте! В эфире передача «Посвящение в историю». Тема сегодняшней передачи – «Кавказская йога». И обязаны мы этой интересной темой Зауру Жане. Он выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова и уже более 40 лет занимается теорией и практикой йоги – кавказской, тибетской и индийской. Итог этой многолетней практики – книга «Путь избранных. Секреты кавказской йоги». Здравствуйте, Заур. Здравствуйте. Очевидно, что осколки кавказской, адыгской культуры, они как бы уже фрагментарны настолько, что трудно собрать их в какое-то единое целое. И как вам в этих условиях удалось найти подтверждение того, что Уоркхабза – это не просто поведенческие нормы и прочее, но и учение о Вселенной и о роли человека в ее судьбе? Почему я назвал свою книгу «Путь избранных. Секреты кавказской йоги». «Путь избранный» – это дословный перевод слова Уоркхабза, потому что хабза – это традиция, учение, путь, а ворк – это элита, избранные по-русски. Вот, поэтому так называется эта книга. Действительно, когда мы читаем, изучаем историю адыгов, мы видим, что существовала такая мощная тема воспитания, поведения, которая имела многочисленные этические предписания. Но любой ученый знает, что всякие нормы, каноны формируются вокруг духовного стержня. Поэтому в течение многих и многих лет я искал именно этот стержень, понимая, что он обязательно должен быть. И многочисленные к тому источники, которые появились и в последнее время, в первую очередь это книга, большая книга Мурата Ягана о Уоркхабзе, которая имеет подзаголовок «Наука универсальной любви». Покажу-ка я на камеру эту книгу, вот она. Эта книга вышла в Канаде, и, к сожалению, только англоговорящие люди могут ее пока что прочитать, но я надеюсь, что после нашей передачи эту книгу, может быть, и кто-то будет переводить на русский язык. В моей книге 57, около 60 источников, которые так или иначе говорят о том, что на Кавказе в течение столетий, тысячелетий существовала своя уникальная система самосовершенствования физического и духовного составляющей человека, которую называли Уоркхабзе. Наших зрителей может на какое-то время отвлечь сам термин «йога». А так, в принципе, если хорошо вдуматься, ведь у нас же были всякие хорыбза у адыгов, которые непосвященные не понимали. То есть даже те осколочки, которые остались, говорят о том, что было нечто, что непосвященные не знали. Конечно. И это было не только на Кавказе. По сути дела, все большие народы имели некое скрытое ядро духовное, вокруг которого формировалась их культура. Вы писали, что практика очищения в кавказской йоге как-то отличается от индийской, но я не очень поняла это место. Почему я называю кавказская йога? Потому что, во-первых, такой термин был придуман 200 лет назад князем Валевским, который посетил Черкесию и получил некое посвящение, поскольку был княжеского рода, и он выпустил такую книгу в начале прошлого века, которая называлась «Кавказская йога» в Америке, будучи послом Польши в Америке. Вот. Во-вторых, очень важно то, что вот эти системы самосовершенствования, самооздоровления, они обязательно подходят целостно к человеку.
У Мурата Ягана или у этого Валевский есть какие-то примеры, как они это делали, вот эту целостность? Особенно подробно об этом пишет Мурат Яган в своей книжке, утверждая… Книжка-то толстая. Да, большой том. Кстати говоря, первый том, второй том еще готовится к печати. Первый том полностью посвящен вот процессам оздоровления и очищения на 4 уровнях. Уровень тела. Предлагается совершенно оригинальная гимнастика, которая, по утверждению Мурата Ягана, совершал каждый всадник перед тем, как сесть на лошадь. Вот. Поэтому эта система, она очень динамична. Она включает в себя не только упражнения, но еще 2 важных компонента: эмоциональный настрой и специальное дыхание. Я, поскольку изучал многие системы дыхательные, скажу, что это абсолютно уникальный подход дробного дыхания, когда и вдох, и выдох делается настолько мощно, что позволяет человеку быстро привести себя в состояние полной боевой готовности. Точно такая же гимнастика предлагалась сделать прекрасным дамам для того, чтобы поддерживать свою форму на протяжении всей жизни, потому что без вдохновления красивого, прекрасного пола ни один черкес не выезжал на поле битвы, как говорится. Вот. Второй момент важнейший – это эмоциональное очищение. Эмоциональное очищение связано с тем, что мы допускаем в своей обыденной жизни очень много негативизма. Уорхабзе подчеркивает, что негативизм – это ошибка. Причем ошибка на уровне часто смертельной ошибки. Даже такой простая, вроде как негативная эмоция, как раздражение, которой мы так все подвержены, да, она может привести к целому ряду эмоциональных блоков, которые нейтрализуют свободное течение жизненной энергии и приводят к тем или иным заболеваниям. Поэтому очищение это предполагает какой-то эликсир. Вот такой эликсир Уорхабзе в кавказской йоге был обнаружен и широко использован. Он называется «12 атрибутов безусловной любви». А он не взял это у тибетцев? Да нет, у тибетцев, кстати говоря, нет этого термина. Тибетцы оперируют термином сострадания. Поэтому любовь – это совсем другое понятие. И те 12 атрибутов любви, именно 12, их тоже нигде нет, ни в одной другой системе. Вот. И если мы внимательно их проанализируем, то поймем, что многие этические нормы, просто хабза, да, они основаны именно на этой практике. Примеры из этих 12 атрибутов? Например, один из сильнейших ядов, который мы разрушаем самого себя, это яд спешки, суеты. Противоядием является такой атрибут любви, как уравновешенность. Нет ничего страшнее страха, говорили древние. Да? Отвага практиковалась как атрибут любви, потому что действительно человек влюбленный, он ничего не боится. Третий момент важнейший – интеллектуальное очищение. Интеллектуальное очищение означает внимательное наблюдение за тем, какими верованиями, какими клише, какими внутренними убеждениями мы пользуемся, откуда они пришли. Может быть, они были нами внушены кем-то, или они действительно проверены жизнью. И вот Хабзе предлагает к любому событию в знаниях подойти с 3 трехступенчато. Внимательное наблюдение, адекватные выводы и обязательная проверка их на практике. Вот такой подход позволяет человеку научиться видеть суть происходящего. И последний, завершающий важнейший момент очищения и самосовершенствования – духовная составляющая человека. У князя Валевского тоже такое высказывание, которое он приводит, что это высказывание дали ему черкесы. Человек приходит из вечности и уходит в вечность, но в промежутке он накапливает
богатство своей души. Очень интересное высказывание. Я недавно на похоронах слышала такое тоже поразившее меня высказывание. Мне придется сказать по-адыски и попробовать перевести. То есть пусть Бог не подарит вам ребенка, который предназначен для того, чтобы дожить чью-то жизнь. Кусок какой-то недожитой жизни. Интересно, что в отличие от индийской и тибетской йоги, в кавказской йоге нет понятия реинкарнации. Есть понятие инкарнации. То есть каждая душа уникальна и никогда не повторяется. Поэтому дорожите каждым мгновением для того, чтобы делать добро. Есть очень интересный момент в Орхабзе, что когда человек умирает и предстает перед глазами Всевышнего, да, он не спрашивает, какой ты вере принадлежал. Он спрашивает, анализирует, какое ты добро сделал в течение жизни. Важный термин сказать, что впервые, может быть, прочитав эту книжку, мы узнаем о существовании не только Тха, да, внешнего как бы главного Бога, но существования внутреннего Бога в сердце каждого человека, который назывался Марджа. Вот это Марджа, когда я прочитала в вашей книге, я была потрясена. Сначала я была удивлена, думаю, при чем тут Марджа? А потом вспомнила. Мардж, человек мардж, хожин говорит в сердцах, когда какая-то экстремальная, очень важная ситуация. То есть это обращение к своей внутренней силе, к своему внутреннему Богу. То есть ничто другое уже не способно поддержать человека в данной серьезнейшей ситуации, чем это марджа. И я поняла, что здесь это на самом деле правда внутренний Бог. Да, и еще очень хотел бы я бы сказать следующее, что Орхабзе определяет очень светлое предназначение человека. Знания приходят неспроста. Почему именно сейчас вдруг это абсолютно секретное знание стало открытым? Почему, кстати говоря, его же нельзя было выносить за пределы посвященных? Да, потому что человечество сейчас находится на развилке своей истории. И очень важно, чтобы все тайное стало явным. То, что тибетцы были изгнаны, тибетские ламы, видимо, основной духовный костяк был изгнан из Китая и ушел в Америку, в этом есть божественный промысел в том смысле, что они вынуждены были свои знания наружу. Я встречался в Московском университете с Далай-ламой. Это такой вопрос я ему задал. И в ответ меня очень поразил. Он сказал, во всем плохом есть и хорошее. Кстати, эту книгу Валевского, это на польском языке? Нет, она на русском языке, издана в 2005 году. То есть ее можно, в принципе, и купить, и прочесть, да? А что еще, поскольку зритель может и не купить, и не прочесть, что интересного относительно кавказской йоги он Я видит? бы посоветовал бы прочитать книгу Хацуковой «Духовная вселенная адыгов». Прекрасная книга, издана несколько лет назад. Там очень тоже многое можно узнать. А как вы думаете, это возможно, чтобы в будущем хоть часть этой культуры возродилась? Я, например, считаю, что остаток своей жизни я буду только этим и заниматься. Во-первых, сейчас, после выхода книги, я хочу сделать сайт, где всю информацию, о которой знают некоторые посвященные, да, но которых не знаем мы бы собрали на этом сайте, организовали бы какие-то встречи, конференции, семинары. Я очень мечтаю пригласить Мурата Ягана в Адыгею. Сейчас... Это сколько ему лет сейчас? Ему в этом году исполняется 95 лет. Несколько лет назад он приезжал в Абхазию. Я думаю, что и к нам тоже приедет.
Орхабзе не боится никаких новых открытий в науке или в искусстве, новых знаний, потому что все это приветствуется как часть истины. Поиски истины являются целью вообще существования человека на Земле. Заур, спасибо большое. Я отлично понимаю, что 15 минут телевизионной передачи – это ничто для того, чтобы дать хотя бы маленькое представление о том, что такое и ваша книга. Спасибо, что пригласили. Я рада, что вы есть. Наши передачи смотрят только потому, что есть такие герои, как вы. Спасибо вам большое. Я желаю вам, чтобы ваша идея о последователях, если можно так это назвать, получилась, потому что я и не вижу иного будущего для нашей молодежи адыгской, кавказской. Всего вам доброго, удачи. Спасибо вам всем. Здоровья. Здоровья, да-да-да. Всего доброго, дорогие зрители. До новых встреч в эфире. Good